Ни одного книжного магазина или киоска. До начала 20 века в Вологодской губернии на нынешней территории Коми все газеты доставлялись исключительно по подписке. Тираж по нынешним меркам смешной, всего 50 экземпляров. Это были и епархиальные, и губернские ведомости. Передавали их строго из рук в руки. Больше из прессы читать было нечего. Позже, в 1918-м, в свет выходит первый номер «Зырянской жизни». И тут уже тираж посолиднее, 300 единиц. Отпечатали ее в первый для Усть-Сысольской типографии Зосимы Следникова. А вот где она в то время располагалась – вопрос, на который историки до сих пор ищут ответ. По одним данным, дом находился на улице Покровской, сегодняшней Орджоникидзе. Но вот парадокс, фотографии говорят о другом. Мы могли стать у этого дома, и я потопать ногой могу сказать, что вот мы стоим на месте, с которого началась в Коми журналистика. Но беда в том, что есть фотография, единственная фотография, типография Следникова. Вот четко написано «типография Следникова». Видите? Это другой дом. Вот в чем фокус. Если верить фото, то первая типография находилась немного ниже, прямо напротив Национальной библиотеки. Но все-таки где истина, доподлинно неизвестно. И вот попробуйте теперь вот нам разобраться, откуда началась Коми-печать. Поэтому мы скажем так деликатно. Колыбелью Коми-печати является перекресток улицы Орджоникидзе и улицы Советской. Проделав путь от того дома трехэтажного, дома НКВД, кстати, 42-го года постройки, до бывшего Куратовского музея. Все помнят, что здесь был литературный музей, тут еще и дом Куратова стоял когда-то. Вот. Вы, можно сказать, проделаете путь зарождения Коми-печати. Дальше экскурсия перемещается в Кировский парк, где, по мнению историков, находилась редакция «Зырянской жизни». После образования области в 21-м издание получило другое название «За Новый Север». Удивительно, но Виктор Савин, один из членов редколлегии и известный коми-поэт и драматург, скептически относился к переводу печати на коми-язык. Но в своем скептицизме он был отчасти прав, подчеркивает Рогачев, и дело тут не в отсутствии патриотизма. В то время лишь четверть населения смогла бы прочесть текст на русском языке. На коми и того меньше. Но уже с 30-го года к русскоязычной газете «За Новый Север» добавляется «Югытуй» на коми-языке. Решено было в 1932 году построить новый, как он назывался, комбинат печати, то есть дом для журналистов, для редакции одновременно с типографией в новом месте. В старой части города такого места просто не было, потому что по тем временам это действительно была грандиозная стройка. И вынесли дом печати на окраину тогдашнего Сыктывкара. Дальше слово принимает Игорь Бобраков. Он и сам свидетель многих переломных моментов нашей печати. Журналист рассказывает, советская пресса была под жестким контролем. Как пример, известный случай с Яковом Задовым. В 1939-м главред газеты «За Новый Север» публикует критический комментарий на одно из постановлений Коми-обкома КПСС. Скандал прогремел на всю страну. Этот случай вошел во все учебники по истории журналистики. И я вам скажу, что я в 1975 году учился на журфаке в Ленинградском университете. Мы это проходили. Спустя 10 лет моя будущая жена училась на том же самом факультете, и она это проходила. То есть до 1985 года и дальше этот случай проходили. Причем не то, что партия ошиблась, нет, это именно он ошибся. То есть вот такого не допускайте. Это чтобы было вам понятно, в каких условиях работали журналисты. Газеты уходят в прошлое, а на коне сегодня интернет-журналистика, подытоживает экскурсию по городу Игорь Бобраков, отмечая, что и сейчас среди молодежи есть много достойных авторов. Так что у региональной прессы определенно есть задел на будущее. Александра Головина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.